Всем привет! Сегодня в рубрике «Якутяне в Москве» я разговариваю с Алексеем Павловым. Это известный фотограф, который переехал в Москву специально для того, чтобы обучиться операторскому искусству. Привет, Лёш. Привет. Я знаю, что ты совсем недавно вернулся из Якутска в Москву. Да, были каникулы. 3 месяца я провел в Якутске. Сейчас я приехал обратно в Москву учиться на второй курс. Вот. В данное время сейчас пока что живу у друга и ищу себе квартиру. Ну все, мы с самого актуального тогда начнем. Вообще, трудно ли снять якутянину квартиру в Москве? Да, это большая проблема оказалась. Вот. Многие вообще россияне, москвичи, они не сильно осведомлены о присутствии такой республики, как Саха-Якутия. Они думают, что якуты это какие-то кавказский народ, или не кавказский, но как бы из Таджикистана, не знаю, что-нибудь такое. Кажется, из Средней Азии беженцы. Поэтому спрашивают, у меня российский ли паспорт там и так далее. Удивляются, что... Ты говоришь по-русски, да? Да, то, что у меня российский паспорт, и, кажется, я русский. Вот. Ну, на самом деле, не знаю, нам с Петей в этом плане как-то повезло в самом начале. Не, тут, по-моему, такая вещь есть, что есть понятие внутри кольца, скажем, трешки, да, когда квартиры хорошие, и там люди такие, которые недальновидные, как мне показалось. А те, которые за трешкой, там более лояльный народ, и как раз замкадов там вообще, там всех берут. Вот это получается однокомнатная квартира 50 тысяч стоит аренда. Вот. Это в районе от трешки. Расскажи свои впечатления, вот такие свежие впечатления, поскольку ты несколько месяцев гостил дома в Якутске, и впечатления о Москве. Какое он тебе на этот раз показалось? На Москве? Я езжу на машине, поэтому изначально Москва для меня, когда есть свой транспорт, более мягок. Вот. Я вообще в Москве ненавижу метро. Не люблю на них ездить и все, что там происходит. Вот. Прям, когда первый раз приехал в Москву, когда искал квартиру, там, потом жил в квартире какое-то время без жены, такая легкая апатия пошла из-за того, что все время метро туда-сюда, сыро, слякотно. Один, никого не знаешь, так вот было печальненько. В этот раз Москва более лояльна. Так, Лёш, вспомни, пожалуйста, что тебя первое поразило после переезда в Москву? Это в этом году или в прошлом? Я думаю, что в прошлом, или когда ты начал жить не как турист, а как житель Москвы. Поразило, тут зеленый город. По сравнению с Якутском, да? Зелень. Да, тут зелени очень много, животных, живности очень много, парков, площадок для отдыха. Вот. Купил ролики, начал кататься на них, лонгборд, самокат. Записался в фитнес-зал. Записался в фитнес-зал, да. Активно провожу свое время, свободное время. Единственный большой минус это за то, что тут ценят в основном славянской внешности людей. Азиатской внешности относятся как к некому персоналу. Свободная касса или там уборка, там уберите сам, там люди сталкиваются здесь с национализмом. Нет, именно что такие люди, таджики и так далее, по отношению к ним люди вот так относятся, сделай, подай и тому подобное. Если даже ты сам относительно культурный человек, можно так сказать, да, такое отношение маленько неприятно. Ко мне сколько народу подходит, уже третий человек подходит и говорит: хочешь на свай? Вот так вот. Что?
Почему? Я так похож на человека, который, блин, употребляет это что? Поясни, Легкий наркотик. да, поясни эту ситуацию, потому что, ну, ко мне, ну, по крайней мере, ко мне, ну, я знаю, что и к Пете не подходили, не предлагали насвай. Просто насвай — это наркотик, Легкий который наркотик. употребляют именно киргизы или жители Средней Азии. Ну, видать, Миграция. я не знаю. Это одна проблема некая, которая никак нельзя. Ну, это Россия, да. Вторая проблема, которая очень сложная, это расстояние. В Москве расстояния очень большие. В Якутске ты же не скажешь: о, там в Намцах что-то есть, я сейчас езжу. Да, и съездил в Намцы, или ты ходишь и потом такой: у меня встреча в Булгуняхтахе, там и поехал в Вообще легко, Булгуняхтах. да? Такого там Булгуняхтах, Покровск, так далеко. А тут получается, я вот к тебе приехал с Таганки, с Бауманки, ну, то же самое, что и до Махсаллах доехал. Да, такие расстояния. В этом плане надо рассчитывать свой день прям с самого утра, чтобы вот Миша у нас ходит, он не рассчитал с утра, что будет делать, и поэтому он приехал ко мне и ходит. Нечему делать. То есть день пропал. Весь день, грубо говоря, пропал. Интересно, в Москве тоже азиаты с азиатами сильно не общаются. Точнее, если ты азиатской внешности, то ты стремишься как бы отстраниться от других азиатских людей. В Артплей очень много тоже азиатской внешности людей, но они не подходят, не общаются. Они как бы, когда встречаемся взглядами, они отворачиваются. Так, не знаю, я немножко не согласна, но ты же сам, когда видишь азиата в Москве, ты же к нему не подходишь, не начинаешь там улыбаться, коммуницировать как-то. Я вот как бы просто смотрю и Ну, ты отворачиваюсь. Вот оно что. А в кино ты часто ходишь? Да, кино часто хожу. Каждую неделю практически. Ну, сейчас давно в кино не был, а так собираюсь пойти. Пойдем, Миша? Присоединяйся к нам, кстати, мне очень интересно Так. послушать. Представься, откуда ты, сколько ты в Москве. Я из города Якутска. А ты сам учишься на режиссера. Нет, я не поступил. Все мои письма оказывались у них в спаме, а я уже как бы в Москве был. Они мне только недавно написали. Вот. Ну, пока... Ну, имеется возможность как-то к ним физически подойти и попроситься, чтобы они меня взяли. А так, по документам, по таким всяким бюрократическим вещам, как-то, я думаю, может и не получится, так как уже всех уже вроде приняли. Хожу на лекции, есть сайт очень хороший, Theory and Practice. Хожу на мастер-классы режиссеров. Вообще, по другим таким факторам у меня вроде получается, в принципе. Я навожу друзей, нахожу, знакомлюсь, и они очень, оказываются, очень хорошими людьми. Ты по Якутску не скучаешь? Пока нет, я вообще... Ну, я вот сюда приехал, я вот понял, что там в Якутске вообще, что я там делал. Ну, для молодых-то, да? Для молодых Якутск, таких как Миша, Якутск, он довольно-таки такой узкий, маленький. Здесь больше для молодых шансов подняться куда-то. Поэтому для Миши это да. Ну, Миша же, он как бы у нас в студии жил. Негде было ему жить. Друзей ему мало. Поэтому в Москве то же самое. Он тоже живет непонятно где. Это так. Поэтому... Свободный человек. Да. Ну, я набираю бэкграунд. Мне тут очень интересно, я все новое принимаю как-то А сколько себе. тебе лет? Мне 21. 21? Нет, я тут очень много всего вообще понял, интересных вещей. Были отрицательные, негативные вещи. Например. Ну, тоже безденежье, например. А. Мне обещали бабки, ну, то есть деньги То есть ты перечислить. отработал? Да, и не отработал. заплатили? Ну, как, заплатили, только чуть Малую часть. затянули очень долго. Я за это время так бичевал, это вообще, я спал на лавочке, вот. Я тусил на Москва-Сити, там среди... Там есть такие скамейки с розеткой и Wi-Fi. То есть у меня с собой был ноутбук, ну, то есть есть и телефон.
всегда заряжал и вот так вот копался, короче, в телефоне, лежа на скамейке. Я только вижу, еще там другие ребята тоже так же тусуются, оказывается. Кто-то там побухал и такие, давайте тут поспим, типа, и взяли там с пледом еще пришли вот так вот. Укрылись. Ведь это было этим летом? Да. Жесть. Ну да, да. Очень прикольно, я вот как-то вот понял. Там в кармане рублей 200, например, я такой, типа, это целых 4 дня, короче, можно купить булочки, набрать колы Бургер Кинге на халяву, там у меня всегда с собой бутылочка. Вот, набираешь, булочку хаваешь и норм. И я так Офигеть. уходил. И потом мне перечислили деньги, это вообще было, типа, все. Лёш, Что? интервью с тобой превратилось в интервью с Мишей. Как выжить в Москве на 200 рублей? Так вот, да, есть еще дешевый магазин, где-то можете там. Ну, я такой этот блог хотел вести, короче, как-то раз. Был такой проект одного режиссера, да? Скорее всего, так и было, по-моему. Он снимал, Спланирован? да, он снимал бомжа, который из Якутска, ну, который сюда приехал, по-моему, также в Мишином возрасте, и потом ничего не добился и стал бомжом. Ну, как бы, да, Ну вот. ну как Миша, вообще. Ну да, имеется в виду. И Миша сейчас он думает, снимать ли мне про себя какую-то историю, блог, да. Он, видать, тоже так же думал, но начал снимать, когда ему стало хреново. Он же студент, Ему 21 год. этим 21 соска- год, это- только этим все соскам. начинается. Мы его время тоже бичевали одно время. Если рассказывать про Томск, как я там в Томске жил, это тоже как бы там 2 месяца я без хаты был. Так и был. Ночевал по друзьям и на лавочках тоже, на ЖД вокзалах. Ну как бы, ну это видишь, это был 21 год. Сейчас 36 и уровень совсем другой. Уже нужны не лавочки, а Ортопедические да, матрасы. да. Как твои родители относятся к твоим приключениям в Москве? Во-первых, я им ничего не говорю, я им просто говорю, все нормально, со мной все хорошо. Иногда я вру. А на самом деле у меня не всегда бывает хорошо. Нет, ну мне прикольно очень. Мне хорошо. Я просто говорю, иногда не хватает денег, я прошу денег. Штуки 2-3 там. Может, я им иногда надоедаю, ну, таким просьбам. Но они мне помогают, и я им очень благодарен. Это как-то, ну, для меня это очень, очень приятно. Вот. А другой бы мог сказать, ты что, типа, взрослый, и все там, что, живи, короче, как надо. Ты все-таки снимал здесь квартиру или же все время жил на лавочках там в Москва-Сити? Нет, Можешь немножко прояснить эту ситуацию? это просто был такой короткий период. Даже Слава 4 дня, наверное, 3. Слава богу. Да. Я не спал, вот вообще очень много дней. Там, я скитался по друзьям, спал у них по 1 день. Ну как так получилось, что ты остался без крови? И где ты жил до? Просто я жил до этого в хостеле. В хостеле в центре, на Красных Воротах, и там я платил 300 рублей в день. И казалось бы, что все прекрасно, прям вот, что все хорошо, но у меня деньги закончились, и как бы у меня уже больше не осталось денег на жилье в хостеле. Вот. Таким образом я и съехал. Как бы. А сейчас в поиске, да? И сейчас я живу как бы на Рязанском проспекте. Почему как бы? Ну, живу в общем. И делю, короче, аренду. То есть ты сейчас Чуваком. не обездоленный, не холодный, не голодный, все нормально? Да, мне всё хорошо. Не норм. Но твоим родителям, мне кажется, это важно услышать, что всё хорошо. Ну, главное, они меня видят здоровым, как бы... Довольным. Да, ну, вроде я вот хожу в одной и той же одежде целый год, но как бы мне тоже нормально. Но они всегда говорят, чтобы я купил новую одежду, а я как бы предпочитаю лучше там тратить на что-нибудь. Да нормально ты другое. выглядишь? Ну, я постирался. Я шучу, я постоянно стираюсь. Слава тебе, Господи. Так что вот. Какие приключения. Веселая жизнь наших земляков, да, Леш? Да, студенческая жизнь.